Почему вообще на клетчатку наша микрофлора реагирует, ну, не очень хорошо? Это ж наоборот должно быть для нее благо. Почему? Что ей не нравится? А она с нами вот так вот. Потому что мы даем массовое количество клетчатки, и если вначале у нас было вот это вот из разряда там 1 огурчик в день, а потом мы слышим, что надо есть клетчатку, и начинаются закупаться просто вот забиваться холодильники сельдереем, капустой, шпинатом и всем прочим, начинается это поглощаться просто в необозримых количествах. Конечно, наша микрофлора просто от этого пиршества в неописуемой феерии, и все вот эти вот продукты распада идут в виде повышенного газообразования. И в лучшем случае, если у человека просто случится запор, это самое минимальное, что его ждет. В худшем случае это просто жуткие боли, спазмы, и там даже никакие средства против метеоризма не помогают. Поэтому, если вдруг вы все-таки решили, что надо вот с понедельника решать вопрос клетчатки, пожалуйста, делайте это постепенно, я вас очень прошу.